В пространстве коллективной работы «Точка кипения Якутск» в рамках практической конференции «Муниципальные закупки. Вехи развития и перспективы» были рассмотрены актуальные вопросы для поставщиков при заключении контрактов. О новых правилах участия в регламентированных закупках рассказала директор Академии продаж электронной площадки OTC города Москвы Юлия Романова. Прежде всего состоит изменение в том, что участники закупок должны регистрироваться по новым правилам. Они проходят так называемую единую регистрацию. Количество электронных площадок федеральных на сегодняшний день 8, но предусмотрен единый механизм регистрации для участия в закупках, что, естественно, облегчает жизнь поставщика. Наиболее интересные изменения произошли, как я уже говорила, для СМП. Это возможность не предоставлять обеспечение исполнения контракта, что, конечно, делает участие в закупках весьма привлекательным для субъектов малого бизнеса. Генеральный директор межрегиональной специализирующей организации «Ценный советник» Виталий Макаров рассказал, почему закупки – это перспективно. На самом деле сейчас, да, закупки – это очень перспективная для бизнеса тема. Потому что здесь без особых рекламных затрат можно продать свою продукцию, товары, работы, услуги государству, в принципе, за хорошие деньги. Вход на данный рынок сейчас для предпринимателей, в принципе, не имеет, для большинства предпринимателей не имеет каких-либо барьеров. До определенных сумм, как правило, 10 миллионов рублей, участники даже никакую квалификацию не должны подтверждать. То есть любой новичок в сфере закупок может легко выиграть аукцион на 5 миллионов рублей и исполнить его без каких-либо проблем. При этом он своевременно, в течение месяца, получит деньги. То есть единственный отрицательный момент, что постоплата. Остальное все очень доступно, соответственно, сейчас самое время участвовать в этих госзакупках. Главная задача практической конференции – повышение уровня профессиональной грамотности заказчиков и исполнителей. Светлана Табалаева, Спиридон Лопатин, Якутск ТВ. В Большом зале окружной администрации города на практической конференции «Муниципальные закупки. Вехи развития и перспективы» эксперт-практик с 6-летним опытом работы в сфере регламентированных закупок Виталий Байрышев рассказал о правилах описания объекта закупки для государственных и муниципальных нужд и дал практические советы. Наш законодатель активно над этим работает, делает так называемый каталог товаров, работ и услуг для того, чтобы все заказчики страны использовали единые шаблоны описания закупаемых товаров. Например, молоко, продукты питания, любые другие бытовые товары, то есть для того, чтобы лекарственные препараты покупались все по одним правилам, по одним описаниям. Сложность вызвана тем, что, к сожалению, качество подготовки данных методических и нормативных материалов очень сильно отстает от практики. То есть заказчикам приходится недостатки нормативного регулирования дополнять своей собственной практикой с тем, чтобы получить все-таки необходимый товар и в то же время не нарушать требования действующего законодательства. У нас контрактная система развивается очень активно, постоянно появляются изменения, связанные с упрощением закупочных процедур. Сейчас произошла ситуация, связанная с отменой необходимости описания товаров при проведении строительных работ. То есть участникам закупки сейчас гораздо проще поучаствовать в закупке строительных работ капитального ремонта. Не нужно готовить сложную заявку, можно подготовить просто согласие, но тем не менее вопросов и по этой части очень много, потому что данная мера, она работает в очень узком круге, она работает, соответственно, сейчас заказчикам приходится с этими нормами работать и дополнительно их осваивать. Управление культуры города Якутска в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» организовало ярмарки-выставки народных промыслов «Серебряная чешуя» и «Зимняя фантазия» «Handmade». Участники продемонстрировали свою продукцию как часть культурного наследия. Все посетители выставки могли ознакомиться с качеством предлагаемой продукции, а также получить необходимую информацию и консультации по технологии изготовления. Можно увидеть необъятное количество изделий, которые очень эксклюзивные, изысканные, потому что только здесь можно увидеть украшения, сделанные своими руками из костей рыбы, из кожи рыбы, из чешуи. Поэтому невероятный объем творчества здесь скоплен в этом зале, в Триумфе. Наша выставка является традиционной, ежегодной, и поэтому жители уже с большим интересом сюда приходят в надежде увидеть еще более эксклюзивные и уникальные
удовлетворение наших жителей. В ярмарке выставки приняли участие художники, мастера декоративно-прикладного искусства, народного творчества, мастера хендмейд, дизайнеры и представители других творческих направлений. В общественном центре города Якутска на практической конференции «Муниципальные закупки. Вехи развития и перспективы» были рассмотрены вопросы обеспечения гарантийных обязательств в области строительства. Какими положениями закона о контрактных системах могут воспользоваться заказчики в процессе проведения закупки и о том, как они реализуются, рассказала директор Центра профессионального образования Байкальского государственного университета Татьяна Дорошенко. Много у нас на сегодняшний день возможностей корректировки условий контракта. Вот на конференции мы обсуждаем все эти вопросы, потому что они злободневные, начиная именно с позиции обоснования цены, формирования сметной документации, формирования проектной документации, получения положительного заключения государственной экспертизы, получения возможности и права участия в торгах, заключения, исполнения самого контракта. Ну и, конечно, вот этот немаловажный момент – это в том числе постройки, обеспечения гарантийных обязательств исполнения контракта. Представьте себе, это на следующее, может быть 3, а в некоторых случаях и 5 лет будет необходимо представить нашему поставщику. Будем надеяться, что все эти изменения действительно положительно повлияют на систему, на ситуацию. Таких закупок будет более качественных много, и это отразится на рынке также положительно, участников будет больше, и эффективность и конкуренция будет достойная. По словам Татьяны Дорошенко, законодатель в последнее время пытается упростить систему контрактных закупок. Сама процедура становится проще, но в сфере исполнения и отчетности еще есть недопонимание между заказчиками и поставщиками. Завершающим этапом практической конференции «Муниципальные закупки. Вехи развития и перспективы», посвященной 15-летию управления муниципальных закупок окружной администрации Якутска, стало обсуждение вопросов на круглом столе. Так были рассмотрены вопросы, касающиеся изменений в законодательстве, а также актуальные вопросы по строительству, ремонту и контроля за закупками. Мы очень рады, что все спикеры такого высокого уровня приняли наши предложения, прилетели, выступили. Все участники конференции были довольны тем, что организована конференция. Мы рады такой оценке. Ждем в следующий раз, что конференция наша будет еще более обширна, с тематикой, большим количеством участников и спикеров. К проведению мероприятия были привлечены 16 ведущих спикеров в сфере контрактных закупок России. Эксперты из Москвы, Калининграда, Хабаровска, Иркутска, Пензы и Барнаула выступили с лекциями в 7 секциях и дали практические советы по заключению муниципальных контрактов. В рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» в Центре спортивной подготовки «Триумф» состоялся конкурс кулинарного мастерства «Путешествие за вкусом». В конкурсе приняли участие известные рестораны Якутска. У нас участвует 10 ресторанов, которые представили, естественно, кухню народов мира. Вы, наверное, видите, что они у нас все в национальной одежде. И постарались именно отразить ту кухню, которые они представляют. Кухни у нас разнообразные, соответственно, жители города у нас 120 национальностей представляют, соответственно, значит, и та маленькая толика, которая может быть представлена на этом фестивале. Фирма «Гурме» предлагала посетителям отведать тематические блюда финской кухни. Гостям предлагалось отведать наваристые рыбные ухи с хлебными лепешками. А этнографический комплекс «Чучур-Муран» угощал традиционными якутскими блюдами из оленины. Изысканные блюда отведали члены жюри из разных стран. Уникальное событие – это мероприятие, которое помогает нам, иностранным гостям, прикасаться к культуре и традиции этой республики Саха-Якутии. На самом деле этот фестиваль включает в себя много событий, много мероприятий, в том числе фестиваль гастрономии, с членом жюри, которым я являюсь. За эти 3 дня мы попробовали очень много блюд этой республики. Мы очаровались, вообще радовались вкусом и старанием ресторанов. Я вам честно скажу, только ваша гастрономия, ваш климат может привлекать много туристов.
Я объехал весь мир, я увидел много своей жизни, я пробовал много кухни, много блюд из разных стран. Но ту уникальность вашей гастрономии нигде нету. По словам Натальи Беляковой, эксперта Российского экспортного центра «Гастрофестиваль», это самый простой и интересный способ для туристов узнать о стране. И благодаря таким мероприятиям о Якутии узнают люди из разных стран и захотят сюда приехать. Светлана Табалаева, Спиридон Лопатин, Якутск ТВ. В Якутске в спорткомплексе «Дахсун» состоялась 3-я городская акция «Раздельный сбор». Движение волонтеров, стремящихся к минимизации отходов, началось весной этого года. Первая акция собрала 800 человек, а уже через пару месяцев на призыв организаторов откликнулось больше 2000 горожан. Не меньше участников было и в этот раз. Примечательно, что инициатива исходит от самих горожан, неравнодушных к теме экологии. Руководство города готово поддержать эту инициативу. Очень приятно видеть большое количество участников, которые приняли сегодня в акции по раздельному сбору мусора. Это, безусловно, существенный шаг к тому, чтобы сохранить, сберечь нашу природу. Это, безусловный шаг к тому, чтобы сдержать тарифы, рост тарифов на обращение с твердокоммунальными отходами. И мы также присоединяемся ко всем сказанным уже словам о том, что необходимо действительно приучать культуру раздельного сбора мусора. Это современный подход. Главная задача масштабного мероприятия – собрать отходы, пригодные к переработке. Это картон, макулатура, пластик, батарейки, алюминиевые банки, автоаккумуляторы, шины, лампы и оргтехника. Организаторы акции разъяснили, что схема превращения отходов во вторсырье уже продумана и работает, в том числе и в Якутии. У нас действует 5 или более 5 организаций, которые вывозят, например, картон, бумага, пластиковые бутылки. Это все уезжает в города Хабаровск, Благовещенск, где есть заводы по переработке. Есть 2 организации, которые перерабатывают здесь. Это Чолсир, всем известная компания, она из пластика делает тротуарную плитку. Еще есть компания, которая делает из бумаги утеплитель экологичный. Так что все, что собрано на наших акциях, ничего не уезжает на свалку. Все перерабатывается, либо уезжает на правильную утилизацию. Минимизация отходов – это не только переработка, но и особенный подход, при котором потребление должно стать разумным, не вредящим окружающей среде. Чтобы идея прижилась, нужны изменения в образе мыслей и действий людей, считают организаторы. Потому во время экофеста были организованы разъясняющие мастер-классы, игры, продавались экотовары. Большой интерес участников вызвал гараж-сейл, распродажа личных вещей, ставшими ненужными, но вполне пригодных к использованию. Татьяна Павлова, Константин Корякин, Якутск ТВ. Хотите перевести свою жилую площадь в рабочий офис или наоборот? Но нехватка времени и большие очереди заставляют вас откладывать это дело на потом. Не ждите завтра. К вашим услугам портал государственных и муниципальных услуг e-yakutia.ru, где вы можете воспользоваться услугой онлайн с помощью любого компьютера и в удобное для вас время. Для этого нужно зарегистрироваться и войти в свой личный кабинет на портале, ввести нужную вам услугу, затем заполнить заявление, добавить все обязательные документы, ввести и проверить свои контактные данные и отправить форму на согласование. Легко и удобно. Портал e-yakutia.ru.